Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. И сегодня я вам покажу, что? Эжинские дачи. Как мы строим дом на эжинских дачах. Смотрите, какая красота. Одноэтажный дом растет, причем растет на глазах. Перекрытие мы уже сделали, сейчас потолочное. Пойдемте покажу вам, как выглядит первый этаж. Вот крылечко, большая шикарная терраса и очень интересная планировка, практичная. Вам ее надо посмотреть обязательно. Посмотрите, как он выглядит с этой стороны. Шикарный дом. Видите, какой большой проем, да? Сюда можно поставить большие окна французские в пол. Вы выходите и попадаете на большую террасу. Видели, да? Шикарно. Просыпаетесь. Тюль, штора, отводите. Солнце, кстати, вот на южную сторону. То есть весь свет естественный, природный. Свет просто освещает ваш дом. Шикарно. И вы с кайфом выходите на свою террасу. И кайфуете. Ну для чего нам еще дом? Для кайфа. Зачем нам терраса? Кайфовать. С чашечкой чая выходим. Или кофе, или не только чай, или кофе. Шикарно. Блин, шикарно. И дом-то как выглядит. Мы строгаем стены с двух сторон. Посмотрите, как выглядят стены в доме. Пойдемте поближе. Вот это у нас гостиная. Пока две точно дам. Посмотрите, как выглядят стены. Как вам? Очень красиво. Очень шикарно, очень красиво. Посмотрите. Гладкие, строганные, декоративные фаски. Сам брус не идеален. Он скачет, он не 150 на 150. Но вот эти фаски, они сводят на нет вот эти перепады бруса. То есть они не бросаются же так в глаза. То есть это как будто естественный такой внешний вид. Посмотрите, как выглядят красиво стены в доме. Красиво, благородно. Потом еще пробежаться, шлифануть, чтобы они идеально были гладкие. Шлифануть и покрыть лазурью, лаком, краской или же маслами. Разные оттенки, да, можно шоколадный, беленый, любой. Даже можно баню сделать. Вот есть цвет вот это сосна. Как раньше бани красили вот это изнутри. Даже так. У меня так. Хочу перекрасить. Так, вот смотрите, какая красота. Вот вход, везде большие окна. Блин, вообще кайф. Вон там, смотрите, какое большое окно тоже. То есть дом наполненный светом, энергией. Раньше же поклонялись Богу Солнца, да, Богу Ра. Солнце — это жизнь, энергия. И эта жизнь, энергия будет в этом доме. Кстати, без солнца ничего не растет и не двигается. Заметьте, насколько мы становимся энергичнее, да, именно в солнечную погоду. Трава, растения, все живое просыпается солнцем. Сам восход солнца. Некая философия в этом есть. И смысл в этом есть. Все живое зависит в том числе от солнечного света. Я по себе знаю, насколько я активен, продуктивен именно в солнечную погоду в сравнении, например, с осенней депрессией, да, моей же. То есть солнце. И этот дом, посмотрите, даже сейчас, наполненный солнцем, какие большие панорамные окна везде, везде. Шикарно, шикарно. Мне, блин, нравится. Везде, посмотрите. Шикарно. Красивый, просторный дом получился. И тут еще какой проем. Вообще, смотри. Смотрите. И внутри какой большой проем, да?
тут вообще, тут сказка, это вообще сказка. Сейчас покажу проект. Кстати, отмечу, мы работаем четко по технологии. У нас четко прописаны наши узловые элементы, технология строительства. Вот, например, инструкция заюзанная вся. Вот где прописаны все наши узловые элементы, то есть, как идет работа. Ну, так, рассказал, что на подкорке у вас осталось. Вот так он будет выглядеть. Посмотрите, какая красота. Одноэтажный шикарный дом. Видите? Прелесть. Прелесть. Воплощаем в жизнь. Сейчас планировку покажу. Первого этажа. Красота. Нашел. Вот план первого этажа. Посмотрите, у нас есть крылечко. Заходим в дом. Крылечко крытое, да? То есть атмосферные осадки не падают. Это классно, потому что я не сделал крыльцо. Сейчас буду делать крыльцо. Здесь оно изначально было запланировано. Блин, отличное решение. Все, зашли в тамбур, тоже ограждающая конструкция, тепло из дома не будет выходить. Прекрасно, мне это очень нравится. Мне нравится, что хозяйственное помещение находится вот рядом со входом. Я грязь не тащу в дом. Это, блин, тоже шикарное решение. Далее идет чистая зона, холл и санузел. Потом идет спальня с большим панорамным окном. Вон вторая спальня с окном большим, кухня-гостиная. В чем еще фишка? Ну и терраса здоровая с кухней-гостиной. Посмотрите, то есть большой проем у нас с холла идет в кухню-гостиную. Большой проем, вон там. И с кухни-гостиной на террасу тоже вот это французское окно большое, панорамное, блин, кайф. И с технологической точки зрения тоже замечу. Посмотрите, хозяйственное помещение, где будет бойлер, вход со скважины, накопительный бак и выход на санузел. Все рядышком. То есть коммуникации тянуть легко. И рядышком находится кухня-гостиная с хозяйственного помещения тоже тянуть очень легко и близко. То есть это просто, по-человечески практично. Реально очень практично. Просто и практично. Блин, мне нравится. Сейчас. Слушайте, мне в целом планировка нравится. Посмотрите, кстати, планировка-то такая интересная, дом-то интересный. Смотрите, да? Какая красота. Вот мы зашли, тамбур, хозяйственная рядышком, чистая зона, санузел. Видите, коммуникации как с хозяйственного помещения в санузел и на кухню легко протащить, да? 2 спальни с большими панорамными окнами. Здесь такой большой проем, вот то, что я вам показывал, здоровый. Здесь проем будет здоровый и терраса здоровая. Блин, дом для кайфа. Дом реально для кайфа. И выглядит шикарно. И внутри как-то шикарно, и планировка у него шикарная. Хорош. С технологической точки зрения, если интересно, давайте кратко пробегусь. В предыдущем ролике, конечно, это все рассказывал, что там шикарные сваи, мощные, да, обвязка у нас первый, второй брус, мощные, запилы идеальные. Это само собой. Вот регулировочные болты, можете посмотреть, вот они. Это на случай усадки, потому что основная часть дома будет сейчас уходить вниз, усаживаться. А стойки усаживаются минимально, но, блин, вот эту часть тоже надо как-то опустить, чтобы горизонт был ровным. Следовательно, болты надо будет потом подкручивать, и дом усаживается. Сейчас еще покажу вам перекрытие, как у нас здесь дела идут. Посмотрите, запилы все аккуратные, да? Вот мы еще связываем все дополнительно, чтобы все крепко, надежно было. Обратите внимание на угловые соединения, видите, да? Следы от карандашика. Сначала чертим, все пилим, потом пилим. Все под карандашик, все четко. И так везде, видите? Нет запилов диких. Вот даже сложный, по сути, узел. Видите, да? След от карандашика. Сначала чертим, видите, все четко, а потом пилим. Поэтому получается вот так вот. В притирочку все очень аккуратно. Ну и, конечно, везде нагиля. Возле каждого углового соединения. Ну и там узел тоже оцените. Все четко. Видите, все аккуратно, все четко. Сейчас все узлы пробегусь, посмотрите. Так, шикарно. Видите? История такая везде.
Везде следы от карандашика, все четко, все аккуратно. Видите, здесь уже подготовили тоже подскобы, все четко, все аккуратно. И чертим, пилим. Я уверен, вы, наблюдая наши объекты, видите наши отношения, наше качество, наш профессионализм в работе, наши узловые элементы. То есть стройки идут, и не просто идут. То, что идут, это само собой, никуда не денутся. Но как идут? Профессионально, качественно, хорошо. Я думаю, вот через это видео хочу передать не только нашему непосредственному заказчику, но и всем заказчикам, и потенциальным, будущим, что я считаю, что вы должны быть убеждены в качестве строительства. На каждом этапе вам в доме жить многие десятилетия, поэтому я как строитель, я считаю, что должен делать вам обзоры или отчеты о текущей работе, чтобы у вас было понимание, что у вас строится дом. Это серьезное решение, и дом должен быть построен очень достойно, качественно, так, как вы хотели, и что это без лукавства, что на деле происходит вот такая работа, как вы и хотели, то есть в том качестве, как вы заказывали. То есть вы нам деньги платите за дело, за качество, и что оно есть. Не только на словах или на бумаге, но и на деле. Вот с таким звуком мощным мы и поговорили. Доски-то какие светятся. Свежие, аккуратные. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, обращайтесь. Компания «Центр домостроения». Город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Приходите, все расскажем, все покажем. У вас будет понимание, как строится дом, из чего он строится. То есть вы уже определитесь. Это очень важно. Далее мы сделаем вам смету. То есть мы все посчитаем. Все вам дадим, вы идете домой, думаете. Ну и будем рады, если выберете нас. Ну а мы строить умеем, будем рады построить дом вашей мечты. Все, записывайте. Скоро летний ажиотаж, поэтому рекомендуем подойти побыстрее. Это правда. Ажиотаж уже начинается. Нормально.